Это дневное шоу на радио Крым Реалии. У микрофона Рустем Халилов. Напоминаю, что вы можете позвонить нам по телефону 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. А моя собеседница сегодня Утфей Зудиева, правозащитница и гражданская журналистка из Крыма. Вот я бы хотел начать с того, что на прошлой неделе в этой студии, с того места, где я сейчас сижу, дебютировал в качестве ведущего журналист Тарас Ибрагимов. 18 января пограничники российской ФСБ запретили ему въезд на территорию Крыма и соседней России. Запретили на 34 года. Это больше, чем возраст самого Ибрагимова. Тарас стал не первым украинским журналистом, который освещал процессы по делам крымских татар и которому закрыли доступ в Крым. В прошлом году Россия запретила въезд фотографу Алине Смутко, а в 2018-м журналистке Алене Савчук. Но это из самых известных случаев. В то же время гражданская журналистика в Крыму давно называется медиаэкспертами уникальным явлением. Стримеры, активисты Крымской солидарности активно освещают обыски, задержания, судебные процессы. И первый вопрос к вам. По вашему мнению, насколько чувствительно отсутствие украинских журналистов непосредственно на месте событий в Крыму? Ассаляму алейкум. Добрый день. На самом деле в Крыму сегодня осталось два инструмента для защиты людей с какой-то активной гражданской или политической позицией. Это информационная защита, то есть это работа журналистов, независимых журналистов, и это адвокационная работа, это работа правозащитников, это работа юристов, которые юридически консультируют население. И, на мой взгляд, депортация независимых журналистов – это такой уже не косвенный, а абсолютно точный, прямой сигнал о том, что это и есть ахиллесова пята силовых структур в Крыму, потому что чем больше говорят о том, что на самом деле происходит, чем профессиональнее освещаются эти события, тем больше внимания не только украинской, но и мировой общественности к тем репрессиям, которые происходят сегодня. И здесь, как правило, с этими публикациями уже работают все заинтересованные и вовлеченные лица. То есть из медиа узнают правозащитники, которые работают на территории Украины, помимо своих личных источников информации. Из медиа узнает население Украины, для которых эти истории становятся более близкими. А мы знаем, что в понимании и осмыслении крымско-татарского вопроса в Украине, да, среди украинского населения есть определенные сложности. И вот именно профессиональная работа независимых журналистов – это и есть тот мостик, который существует между Украиной и Крымом сегодня. И этот мост пытаются всячески ликвидировать, да, и делают все для того, чтобы не только те, кто работают, не оставались, но и для тех, кто, может быть, думает о том, чтобы работать в Крыму. Вот такие показательные депортации, показательное выдворение журналистов было как превентивная мера, что, может быть, мне тоже не стоит направляться на полуостров для работы. Если говорить о том, как события в Крыму освещаются непосредственно на полуострове. Вот в конце декабря председатель Российского госкомитета по делам национальности Альберт Кангиев в интервью телеканалу «Милет» сказал, что российские власти создают на полуострове комфортные условия для представителей всех национальностей. Процитирую. Крым многонациональный регион, даже, наверное, один из самых многонациональных. Основная роль комитета – показать, насколько большая забота сегодня есть со стороны государства в адрес ранее депортированных граждан и людей, чьи предки пострадали от несправедливости. Межнациональное согласие в Крыму ощутимо. Крымские татары – это третья по численности национальность в Крыму. Динамично, активно проводятся мероприятия с большим охватом соотечественников, в том числе через ваш канал. Это он говорит телеканалу «Милет». Все имеют способы донести свои мысли, свои пожелания до всех живущих в Крыму. Конец цитаты. Вот когда происходят обыски, задержания, СМИ, которые находятся непосредственно в Крыму, как они освещают эти события? Обращаются ли к вам за комментарием или какой-то дополнительной информацией? Здесь нужно говорить о том, что в первое время вообще отсутствовали крымские средства массовой информации в домах, где проходят обыски, они не приходили на судебные процессы. А
информация об этих арестах и об этих судах подавалась исключительно на основе пресс-релизов ФСБ, которые они в день ареста той или иной группы массово рассылают в редакции, и редакция публикует какую-то выдержку из этого пресс-релиза. Мы это много раз анализировали, там совпадает вплоть до пунктуационных там ошибок, да, эти тексты. Но теперь что-то изменилось. То есть подается однобокая точка зрения. На последних обысках, вот в частности, мы это наблюдали очень ярко вот во время обысков 27 марта 2019 года, работали средства массовой информации, в том числе федеральные средства массовой информации, потому что из-за того, что присутствует альтернативная точка зрения, которую подают гражданские журналисты или независимые украинские журналисты, если они на этот момент находятся в командировке, появилась необходимость как-то объяснять вообще людям, что они делают в домах крымских татар в 6 часов утра и почему они приходят с такими агрессивными действиями. То есть в последнее время мы наблюдаем присутствие российских СМИ на обысках. На судах их по-прежнему нет, они их не посещают. И здесь я вот хочу, знаете, рассказать вам фрагмент из письма Ремзи Бекирова. Он недавно из изолятора отправил письмо. Его опубликовал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook. И он рассказывает о том, что еще до ареста у него был диалог с оператором телеканала телеканала «Миллет», который в Крыму и придумали и затеяли как альтернативу телеканалу АТР, да, в свое время. И он сказал, что у нас на телеканале действует очень жесткая цензура. То есть мы не можем посещать семьи политзаключенных и рассказывать о том, что там происходит. Мы не можем приходить на эти судебные процессы, потому что если мы будем приходить, мы должны показывать реальную картину происходящего, а реальная картина происходящего – это десятки людей, которые стоят под зданием суда и говорят, что эти люди невиновны, мы не понимаем, почему их задерживают. То есть поэтому в силу такой цензуры на телеканале «Миллет» они просто игнорируют эти процессы и не появляются. Что касается вот предметно заявления Кангиева, то еще несколько лет назад у него была абсолютно другая политическая позиция по Крыму. Вот, и скорее всего, произошли какие-то обстоятельства, которые привели к такой трансформации. Мы предоставляем возможность позвонить нам в студию посетителям телеканала «Миллет» или Альберту Кангиеву по телефону, напомню, его 8 810 06 926, высказать свою точку зрения. А вот те материалы, которые вы увидели впоследствии, вы говорите, что крымские СМИ приходят на обыски и задержания, насколько вы их оцениваете? О чем были эти материалы? Действительно ли там была предоставлена вторая точка зрения, раз журналисты присутствовали на месте? Нет, там, как правило, подавалась точка зрения силовых структур, что задержана очередная террористическая ячейка на территории Крыма в такой-то местности, что им предъявлены такие-то обвинения, причем ни о какой презумпции невиновности уже не идет речи, то есть уже в новостном сюжете о них говорят как о потенциальных террористах, и эти люди только задержаны. По существу дело начнется только через несколько месяцев рассматриваться, а в новостной повестке о них говорят уже как о террористах. Еще процитирую пророссийский телеканал «Миллет», который был создан российскими властями, рассчитан на крымско-татарскую аудиторию. Он подводил итоги 2019 года и сообщил, что за прошлый год для мусульман Крыма российские власти сделали много полезного. Далее цитата. 2 новые мечети, 3 минарета, почти 40 участков земли под строительство религиозных сооружений, 800 счастливых паломников, которые отправились в духовное путешествие хадж. И, конечно, завершающий этап возведения самой долгожданной мечети Джума-Джами. Это всего лишь за 12 месяцев. Вот вы не подводили свои итоги за 2019 год? Что за прошлый год изменилось для крымских мусульман? За 2019 год было арестовано больше крымских татар, чем за все прошедшие 4 года. То есть это был такой пиковый год задержаний, арестов. И вот буквально вчера мы здесь на территории Киева с коллегами об этом разговаривали, что вот можно отстраивать огромное количество мечетей в местах компактного проживания крымских татар, строить школы для детей, детские сады. Но если дети, которые проживают на территории этого
района не чувствуют себя в безопасности, если их отцы сидят в тюрьме по надуманным обвинениям, если они боятся просыпаться утром, потому что им кажется, что в дом снова ворвутся вооруженные люди, и боятся, что ворвутся в дом к соседям или к родственникам, то ничего из этих материальных объектов не в состоянии компенсировать ощущение несвободы, с которым растут эти дети и, в принципе, живут люди в Крыму. То есть здесь формируется какая-то абсолютно искусственная реальность, в которой людей хотят показать счастливыми и довольными тем, что происходит в Крыму. Но за этой реальностью за этой искусственной реальностью есть настоящая жизнь, в которой слезы, боль людей, которую просто не хотят замечать те люди, которые выбрали для себя путь лояльности и принятия российской действительности. Напоминаю, что это радио Крым Реалии. У нас в гостях крымская правозащитница от Фезудиева. К следующей теме хотел бы перейти. Вот в Страсбурге 27 января вчера началась зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Еще в 2014 году в первой резолюции ПАСЕ, которая была посвящена событиям в Крыму, содержался призыв не нарушать права крымских татар и украинцев. В следующей резолюции, которую приняли через год, делегаты ассамблеи констатировали, что ситуация с правами человека остается критической. Начиная с 2016 года в Совете Европы призывают отпустить всех заключенных, которые лишены свободы по политическим обвинениям. В 2018 году к этому требованию добавили, что пока украинские политзаключенные не будут освобождены, Россия должна обеспечить возможность независимого наблюдения за их состоянием здоровья и условиями содержания. Журналисты Крым Реалии посчитали, что за последние 6 лет у ПАСЕ было 7 резолюций, связанных непосредственно с Крымом. После принятия какой-то из них вы чувствовали, что отношение к крымским татарам со стороны российских властей изменилось? Был, может быть, какой-то период смягчения или, скажем, озаботились здоровьем кого-то из узников? Вы знаете, мы глубоко убеждены в том, что любые публикации, любые заявления, где упоминаются политзаключенные, украинские и крымско-татарские, которые были задержаны на территории Крыма, они, безусловно, имеют положительный эффект. Понятно, что не всегда на эти резолюции и заявления адекватно реагируют. Иногда бывает очень сильное раздражение со стороны силовых структур, да, сразу после таких резолюций очень громких или документов. Бывает серия обысков или задержаний, или другие акты устрашения. Но, тем не менее, нужно продолжать двигаться в этом направлении, потому что те обменные процессы, которые мы сейчас наблюдаем, первая волна обмена, вторая волна обмена, да, во многом обусловлены тем, что об этих людях не забыли, о них говорили, это постоянно проговаривалось в медиа, в правозащитной среде, это звучало на уровне международной повестки. И поэтому нужно продолжать двигаться в этом направлении. И я уверена, что такие заявления, они имеют накопительный эффект. Понятно, что в таких институциях международных сегодня идут свои внутренние дискуссии. Ну, например, если брать сейчас тот институт, который вы упоминали, куда Украина вернулась вот на зимнюю сессию, да, после того, как Россия вернулась несколько месяцев назад. Там тоже были определенные дискуссии глобальные по этому поводу, но, тем не менее, я считаю это хорошим знаком, потому что Украине необходимо на международном уровне продолжать последовательно бороться за своих политзаключенных. Вы упомянули об обмене, и хотелось бы сейчас об этом поговорить, но до этого хотелось бы послушать президента Украины Владимира Зеленского, который на прошлой неделе заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России. Давайте послушаем, что он сказал. 2 трека, 2 списка. І список ми погодили у Мінську, що зараз будемо встановлювати ще, доповнювати список встановлених осіб. Будемо готувати цей трек обміну з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну наших українців всіх, включаючи кримських татар, українців різних, які знаходяться на території Росії.
Это был Владимир Зеленский, президент Украины, а с нами на связи сейчас заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Тамила, добрый день. Добрый день. В начале января на встрече представительства президента и Меджлиса крымско-татарского народа прозвучало, что сейчас обсуждаются списки политзаключенных, в том числе и крымских, которые будут представлены на очередной обмен заключенными и пленными. Что сейчас происходит на этом поле, расскажите. Насправді списки готові, вони є верифікованими. Ці списки ми верифікували разом з громадськими організаціями, включаючи організацію, яка об'єднує родичів політв'язнів. Ми отримували інформацію в тому числі від колег з Кримської солідарності, в родичів політв'язнів, для того, щоб дізнатися, чи є якісь хронічні хвороби або загалом хвороби, які мають наші політв'язні в місцях позбавлення волі, як в Криму, так і на території Російської Федерації. Відповідно, всі ці списки, повні списки в'язнів, які знаходяться на території Криму, які знаходяться на території Російської Федерації, ми передали в Офіс президента для подальшої роботи. Угу. В этот список попадают только осужденные или те крымские татары, которые пока ждут приговора? Ні, в тих списках є абсолютно всі люди, які зараз утримуються за політичними мотивами. Тобто ми не розрізняли тих людей, які ще очікують своїх вироків, тобто суди, по яких ще йдуть, або по яких вже винесені строки. Тому що громадські організації, які займаються питаннями Криму і, власне, політичних бранців, вони в такі списки включають всіх, кого вони ідентифікували як людей, які переслідуються за політичними мотивами. Угу. Первая в этом году встреча нормандской четверки запланирована на апрель. Вот по вашему мнению, какова вероятность, что обмен может состояться до этой встречи? На жаль, я не можу нічого сказати щодо цього. Дійсно, президент Зеленський оголосив про те, що йде робота по двох треках. Один по звільненню цивільних заручників і військових, які знаходяться на території Донецької та Луганської області, непідконтрольних. Другий трек – це по звільненню політичних бранців, які знаходяться в Криму на території Російської Федерації. Про строки поки що ми не говоримо. Цю роботу по верифікації, власне, списків почали ще в кінці грудня минулого року і продовжили в січні, тобто вже зараз всі списки вони є переданими. Звісно, що ми не знаємо, що буде з цим далі, тому що ми розуміємо, що це є переговорний процес, він буде складним, але ми сподіваємось, звісно, що якомога швидше ми побачимо наших людей на волі. Еще одна проблема, которую я хотела бы сказать, что у немалой части крымских татар, которые сегодня находятся в неволе по политическим мотивам, большие многодетные семьи. Если состоится обмен, то очевидно, что этим семьям придется заново обустраивать свою жизнь на материке. Вот где им искать финансовую поддержку? Этот вопрос как-то обсуждается или пока он отодвинут на второй план более важными глобальными вопросами? Загалом, як ви знаєте, громадські організації разом з Міністерством з окупованих територій та ветеранів та постійним представництвом опрацьовували закон, який врегулює статус цивільних заручників, політичних в'язнів, тобто осіб, які переслідуються за політичними мотивами, та військовополонених. Зараз він знаходиться на опрацюванні в Офісі президента. Ми сподіваємося, що найближчим часом він буде винесений, принаймні до наступного взаємного обміну, звільнення людей. Він буде прийнятий Верховною Радою, але перед тим, в кінці минулого року, була прийнята постанова Кабінету міністрів України, якою фактично вже можна отримувати кошти на соціальну або юридичну підтримку родин політв'язнів. І, окрім того, там врахована одноразова допомога при звільненні політичних бранців. Тому одноразова допомога, вона, здається, в розмірі 100 тисяч гривень. Тому на перший час, звісно, що допомога для звільнених бранців буде, а далі, звісно, що потрібно працювати з і місцевою владою, тому що ми не знаємо, куди будуть переміщені, власне, родини і що вони захочуть, чи вони захочуть жити в Києві, не знаю, у Львові, у Херсонській області, і від цього буде залежати, звісно, що облаштування їх життя. А в том законе, который вы говорите, еще на рассмотрении находится, что предусмотрено вот с точки зрения финансовой и материальной поддержки?
Власне, там передбачені кошти на утримання родин і допомогу родинам до моменту їх звільнення. Це щорічна допомога, яка надається з державного бюджету зі статті по допомозі, яка була і в 2018-2019 році. Там є одноразова допомога, там говориться про створення такого реєстру осіб, які переслідуються за політичними ознаками або цивільних заручників, або військовополонених. Там йде мова про комісію, яка може вирішувати спірні питання, тому що зараз досі є проблема з виділенням коштів, наприклад, коли немає взагалі жодних документів родин, або немає офіційного представника, щоб оформити таку допомогу. Лютвіє добре, напевно, що знає, що кілька випадків є в нас, коли родинам не змогли з боку держави допомогти, тому що немає фактично жодних документів для того, щоб надати таку допомогу. Тому це більш-менш буде врегульовано законом, але, власне, ця постанова, вона приймалася як такий крок перед тим, як не буде прийнятий закон, тому що постанову трохи швидше прийняти, це просто рішенням Кабінету міністрів робиться. Спасибо. С нами на связи была Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму. Вот что вы скажете, каково финансовое состояние большинства многодетных семей, отцов которых могут обменять? Вы знаете, сегодня в Крыму вообще формируются такие уникальные общественные инициативы, когда, несмотря на то, что есть достаточно серьезные вызовы, народ пытается каким-то образом решать эти проблемы и компенсировать положение политических заключенных. Ну и в частности, семьи, которые остались без отцов, они находятся на попечительстве, я так и говорю, целого народа, потому что я знаю, что есть большое количество людей, бизнесменов в Крыму, которые персонально опекают конкретные семьи. Да? Я знаю, что есть люди, которые передают средства в многодетные семьи, где 7-8 детей привозят продукты и так далее. То есть на данный момент положение этих семей не является критическим, потому что это исходит из культуры нашего народа, мы не оставляем друг друга в беде. Что касается будущих планов, которые сейчас обсуждались, наверное, даже об этом пока мало кто думает, потому что перспективы обмена вообще еще достаточно туманные. То есть об этом говорят, делается заявление, но состоится ли он и в какой форме все это будет происходить, пока никто не знает. И войдут ли все крымско-татарские политзаключенные в этот список, тоже никто не знает. И мне кажется, это самый приоритетный сейчас вопрос, вопрос свободы этих людей, потому что среди них есть такие политузники, возраст которых за 55 лет. Это, например, Сервет Газиев, которому 60 лет. Это уже пожилой абсолютно человек. И если ему вынесут приговор от 15 до 20 лет, для него это практически пожизненный срок. Это тяжело больной Джемиль Гафаров. Вот сегодня вы говорили о его истории в новостях. И я хотела бы, пользуясь сейчас возможностью, сказать о том, что сегодня начнется общественная кампания в его поддержку на территории Украины по инициативе Александры Матвейчук и инициативы Let My People Go, когда люди будут выступать в поддержку тяжело больного Джемиля Гафарова и записывать видеообращения, потому что для него каждый день пребывания в СИЗО – это вопрос его жизни, не просто вопрос свободы, а вопрос его жизни. Поэтому, наверное, сейчас больше об этом в Крыму люди говорят. Вчера была новость как раз о том, что у фигуранта дела Хизбут Тахрир из так называемой второй бахчисарайской группы Сервера Зикирьяева, который сейчас находится в ростовском СИЗО, врачи обнаружили опухоль. Об этом сообщал адвокат Андрей Ладин и говорил, что ситуация со здоровьем его подзащитного является критической, а счет, цитирую Ладина, может идти на часы и дни. Поэтому он ходатайствовал о вынесении частного постановления в адрес медсанчасти СИЗО для того, чтобы подзащитному оказали медицинскую помощь.
продолжим говорить о обмене. Отметим, что по словам председателя Меджлиса Рефата Чубарова, в список на обмен с Россией должны быть внесены фамилии 112 заключенных Кремля, крымских татар и украинцев, которые были лишены свободы в Крыму. Процитирую его: «Подавляющее большинство из них крымские татары. По нашим спискам 112 политзаключенных, чья судьба должна обсуждаться между представителем Украины и страной-оккупантом». Это список тех, кто подвергся репрессиям и преследованиям, и в отношении которых со стороны оккупантов приняты специальные решения. Одни, сейчас их 36, уже осуждены, их приговоры вступили в силу, и они все находятся на территории России. Также в этом списке около полутора десятка тех, кто получил условные сроки. Они находятся не в тюрьмах, но их свобода ограничена. И очень большое количество тех, кто сейчас находится на стадии досудебного рассмотрения и сидит в СИЗО, сказал Чубаров в интервью к QHA Media. Мы с вами говорили о том, что сегодня и вчера, собственно, началась снова сессия в Страсбурге. Там сейчас находится Мумине Салиева от Крымской солидарности. Что планируется? О чем планируется говорить вот в эти дни? Ну, здесь будет та же информационная повестка, которая вот в последние несколько месяцев обсуждается, о том, что обыски, аресты и задержания продолжаются. Вот мы знаем, что только за последние несколько месяцев было задержано 4 украинца в Крыму по политически мотивированным делам. И что ситуация с крымско-татарскими политзаключенными тоже очень пассивно пока меняется. То есть вопрос продвижения этих фамилий в информационной, правозащитной, международной повестке, вопрос тех нарушений, которые имеют место в Крыму, и они продолжают происходить, несмотря на то, что было уже ряд заявлений международных организаций, и, к сожалению, мы пока не видим каких-то глобальных перемен в этом вопросе. Ну, то есть это рабочая встреча, в ходе которой представители украинской делегации попытаются не только Российской Федерации, но и всему миру напомнить о тех нарушениях, которые продолжают происходить в Крыму. Я хотел бы пригласить в эфир Татьяну Глушкову, юриста Российского правозащитного центра «Мемориал», и поговорить, сделать такой небольшой экскурс в историю. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в 2003 году Верховный суд России признал Хизб ут-Тахрир террористической организацией. Еще в 2003. Известны ли случаи, когда члены этой организации принимали участие в террористических актах? Нет, о таких случаях ни в России, ни в целом в мире ничего не известно. Вот уже 17-й год пошел, да? Обсуждается ли вообще в российской правозащитной среде вопрос, насколько целесообразно было признавать Хизб ут-Тахрир террористической организацией? В российской правозащитной среде этот вопрос, безусловно, обсуждается, но я бы не сказала, что этот процесс носит характер какого-то обсуждения, в том смысле, что я не знаю каких-то правозащитников, которые бы действительно придерживались точки зрения, что это было целесообразно, правильно, и, соответственно, преследование членов Хизб ут-Тахрир по статье за участие в деятельности террористической организации и за организацию деятельности террористических организаций, простите за тавтологию, имеет под собой основание. Да? Такая позиция мне не встречалась. В то же время никаких легальных способов пересмотра этого решения чисто юридически не существует. То есть не существует никакой инстанции, в которой можно было бы в настоящее время обжаловать это решение Верховного суда в рамках российской системы судов. Потому что вы видите, насколько вообще российские юристы, которые занимаются политическими преследованиями, охотно берутся за дела Хизб ут-Тахрир. То есть вопрос о том, есть ли какие-то предубеждения среди российских юристов о том, чтобы вот не браться за такие дела, которые тоже считаются политически мотивированными? Ну, вы знаете, мне не доводилось встречаться с предубеждениями, мне лично, да, не доводилось встречаться с предубеждениями именно против дел, которые касаются Хизб ут-Тахрир. Разумеется, есть юристы и адвокаты, которые, в принципе, не берутся за политические дела по каким-то тем или иным соображениям, но если они не берутся за политические дела, то они не берутся за все дела, да. И именно с предубеждением против именно конкретно Хизб ут-Тахрир я лично не сталкивалась, хотя, безусловно, я допускаю, что
вполне возможно существуют адвокаты, у которых есть именно такое предубеждение. Можно ли сравнить крымские дела, крымские процессы по делам Хизбут Тахрир с российскими? Есть ли какие-то различия вот между ними, по вашим оценкам? Ну, в общем и целом, принципиальных различий с точки зрения того, за что преследуют, то есть это просто сам факт членства в организации, нет. Единственное, что, безусловно, здесь выделяется севастопольское дело, в рамках которого, я прошу прощения, Симферопольское, я перепутала, извините. Симферопольское дело, в рамках которого преследуются члены Крымсос, поскольку в данном деле имеется достаточно серьезные сомнения в том, что людей преследуют за членство в Хизбут Тахрир, а не за участие в деятельности Крымсос. Ну и второй аспект, который касается всех, без исключения крымских дел, да, это тот факт, что если на территории Российской Федерации деятельность Хизбут Тахрир нелегальна с 2003 года, то на территории Украины эта деятельность Хизбут Тахрир легальна до настоящего времени, в связи с чем возникают серьезные вопросы относительно соответствия преследования именно крымских членов Хизбут Тахрир международному праву. Спасибо. С нами на связи была юрист Российского правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова. Мы возвращаемся в студию к Лутфе Зудиевой, крымская правозащитница. Напомню слушателям, что Крымсос, о котором шла речь, это общественная организация, которая была создана 27 февраля 2014 года. И как раз она ставила задачу информировать о том, что происходит в Крыму. Переходим к тому, что вот 22 января произошло такое событие, когда фигуранты севастопольского дела Хизбут Тахрир Нури Примов и Рустем Ваитов вышли из российских колоний на свободу. Ваитов отбывал наказание в колонии города Кургана, Примов в республике Марий-Эл в соседней России. Напомню, что в сентябре 2016 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор, согласно которому севастопольцы Ваитов, Примов, а также Ферат Сайфулаев, проходившие по делу Хизбут Тахрир, получили по 5 лет исправительной колонии общего режима. Еще 8 лет Примов и Ваитов будут ограничены в правах и свободах, над ними установлен административный надзор, а получается по Ферату Сайфулаеву тоже, да, подходит срок, когда он может оказаться на свободе? Я здесь, прежде чем ответить на вопрос, хотела бы короткую ремарку сделать по комментарию коллеги из «Мемориала». Она упоминала, что в Симферопольском деле были задержаны представители общественной организации «Крымсос». На самом деле были задержаны представители общественного движения в Крыму «Крымская солидарность», поскольку «Крымсос» территориально функционирует на территории Киева. Да? Но это просто для того, чтобы ясность внести небольшую. А что касается возвращения Ферата Сайфулаева, то поскольку он был задержан несколькими месяцами позже, то есть сначала были задержаны Нури Примов и Рустем Ваитов, а затем в апреле был задержан Ферат Сайфулаев, и поэтому 5-летний срок отбывания наказания истекает в апреле, и он вернется немного позже. А когда подходят сроки следующих крымских татар, обвиненных по делу Хизбут Тахрир, то есть возможно ли в этом году еще освобождение? В этом году, скорее всего, что больше никто не освободится, и из ближайших, кто в перспективе, в принципе, должен быть освобожден, судя по срокам, это фигуранты Ялтинского дела, которым присудили 7 и 8 лет, это Арсен Джипаров и Рифат Алимов. Поскольку они были задержаны в феврале 2016 года, а сегодня уже 2020 год, да, то вот с учетом того, что их пребывание в изоляторе все эти 4 года учитывается и высчитывается из срока отбывания наказания, то в ближайшие 3 года мы увидим, если все будет в порядке, мы увидим освобождение этих ребят. Но мне хочется верить, что мы увидим освобождение не только этих 2 ребят, но и всех фигурантов политически мотивированных дел в Крыму гораздо раньше. И вот все те дискуссии по поводу возможных вариантов освобождения, они станут реальностью.
Будем на это надеяться. Спасибо, что были с нами. У нас на связи Лутфия Зудиева была, крымская правозащитница. Мы продолжаем наш эфир. Вернемся к вам через несколько секунд. Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты. Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом Крым Реалии. Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают. К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют. А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти. Это дневное шоу на радио Крым Реалии. С вами в студии Рустем Халилов и Елена Римовская. Я знаю, что Елена хочет мне что-то рассказать о мифах крымских. Ну, мы проанонсировали уже в начале программы то, что мы поговорим о Ялтинском луке и о Кавказской пленнице. На самом деле речь идет о том, что на сайте Крым Реалии вышел такой интерактивный материал. Он называется «10 мифов о Крыме». Правда или нет, не уверена, успеем ли мы все 10 озвучить, но вы можете с этим материалом ознакомиться. Он такой интересный. Я для себя очень много новых фактов узнала. Вот начнем с ялтинского лука как раз. Значит, ялтинский лук растет только в Ялте. Рустем. Это правда или нет? Это вопрос мне? Да, я тебя спрашиваю, как ты думаешь, это правда или нет? Даже если бы я не видел материал на сайте Крым Реалии, я был бы уверен, что не только в Ялте, но так как я еще вижу материал, то я вижу, что один из самых известных центров выращивания лука находится в селе Запрудное возле Алушты. И, по словам ученых, местные климатические условия и почвенные свойства практически идеально подходят для его выращивания. Этот лук выращивают не только в Ялте-Алуште, но также и в степном Крыму. И напомню, что он чем отличается? Отличается своей сладостью. И да, ну и внешним видом, мне кажется, тоже отличается, его ни с чем не спутаешь. У нас даже на сайте Крым Реалии есть видео, как выбрать настоящий ялтинский лук, вот как не перепутать, потому что появились там разные заменители, и, ну, в общем, настоящий бренд. Оказывается, что он к Ялте не имеет прямого отношения. Крым Реалии очень практично для крымчан. Еще один миф, о котором я даже не знала, что он существует. В старых домах крымских татар спрятаны клады, Рустем. У меня есть история на этот счет. Как-то, когда я еще был совсем молод, юн и несет, я был в селе Уркуста на крымско-татарском оно называлось, после депортации его переименовали в Передовое, это под Севастополем. Почему я там был? Мой дедушка туда меня привел, потому что он сам из этого села, и показывал мне местность, где он родился, где он провел детство, и в том числе рассказал такую историю, что, оказывается, в этом селе у них жил один очень состоятельный человек. После депортации, естественно, его тоже депортировали. После депортации в его дом заселилась некая семья. Прошло несколько лет, и внезапно, неожиданно для всех, его семья, которая заселилась в этот дом, разбогатела. Вот с чем это было связано, неизвестно, но поговаривают, что это был клад. Ну вот у нас на сайте так и написано, что ответ на этот вопрос, он звучит как «возможно», потому что во время депортации крымско-татарского народа в 1944 году на сборы давалось 15 минут, и зачастую это происходило под прицелами автоматчиков. В таких условиях спрятать что-либо не представлялось возможным, однако не исключено, что некоторые из крымских татар могли спрятать свои сбережения до депортации. Ну да, я думаю, что вероятность того, что люди просто могли что-то хранить у себя дома где-то, в каких-то тайниках еще до депортации намного выше, чем то, что кто-то попытался в эти 15 минут что-то сохранить. Конечно, думаю, что это чрезвычайно было сложно. Следующий вопрос у меня к вам, Елена. Севастополь город русская слава или нет? Скажите мне, как? Я знаю, что мне некоторые севастопольцы, они отрицают вот этот миф. Они мне сказали, что это неправда, потому что не все защитники Севастополя, и вот я вижу уже ответ на сайте Крым Реалии, что не все защитники Севастополя и в XIX веке, и в XX веке, вот во время этих важных для города исторических событий, были россиянами, простите. Вот как минимум каждый четвертый был украинцем.
А что подробнее вы можете почитать на сайте Крымреалии. Я же предлагаю, вот пока мы не забыли, обсудить этот момент, связанный с фильмом «Кавказская пленница», раз уж мы его проанонсировали. Вопрос звучит так. Действительно ли «Кавказскую пленницу» снимали в Крыму? Действительно, «Кавказскую пленницу» снимали в Крыму, и я на протяжении своей истории чтения каких-то новостей о Крыме нередко встречал материалы, которые были посвящены тому, как «Кавказская пленница» снималась в Крыму, потому что к этой теме можно возвращаться всегда, можно всегда сфотографировать там то дерево, возле которого танцевала героиня пленницы, и рассказать об этой истории. Она не утихает, пока кто-то еще смотрит «Кавказскую пленницу». А в Крыму есть какой-то такой туристический, возможно, маршрут, там, не знаю, местами славы Кавказской пленницы? Ну, непосредственно на сайтах я видел, что действительно предлагалось. Это происходило то есть предлагали не турфирмами, а просто предлагали для желающих пройтись пешком, показывали места, где они могли бы вот увидеть там то самое дерево, ту самую долину привидений, которую они видели в фильме, и побывать, так сказать, в советском прошлом в виде кинофильма. Но исходя из ответа на сайте Крымреалии, я так понимаю, что далеко не все сцены, которые тут можешь предположить, что они снимались в Крыму, не все снимались в Крыму, все-таки там что-то снималось и в Сочи, но мне кажется, что это такой лайфхак для Крыма, что нужно придумать какой-то такой туристический маршрут для тех людей, которые, возможно, постарше любят этот фильм, потому что вот, например, в Нью-Йорке, насколько мне известно, возят такой автобусный, по-моему, это маршрут, местами сериала «Секс и город». Угу. Я же говорю, радио Крымреалии очень практичное радио, поэтому слушайте нас, и вы сможете придумать... Получить идею бесплатно. Вот, следующий вопрос. В Ялте растет дерево, где Есенин назначал свидание Айсидоре Дункан. Это правда или нет? Я не знаю. Этот такой деликатный момент из истории жизни Сергея Есенина, он мне абсолютно неизвестен, и я даже боюсь ответить тебе, сказать так, что не интересен, поэтому ты ответь лучше тем нашим слушателям, которым интересно это. Никто не знает, потому что вот Крымреалиям не удалось найти фактов о том, что Сергей Есенин встречался под платаном недалеко от гостиницы «Арианда» с Айсидорой Дункан. Но если вы настроены романтически и любите стихи Есенина, то вы можете просто поверить в это и получить какую-то долю своей ауры, если еще вы верите в то, что можно получить долю ауры, оказавшись там, где происходила эта встреча. Я напомню, что мы в эфире радио Крымреалии обсуждаем сейчас материал, который у нас на сайте Крымреалии вышел. Он называется «10 мифов о Крыме. Правда или нет?». Наши коллеги собрали в такой интерактивный материал несколько вопросов, которые очень часто звучат в Крыму. Вот, например, вопрос, действительно ли грязи в саках лечат от всего? Мы рассказывали у нас в эфире неоднократно о том, что действительно в Саках ведь есть целый такой комплекс оздоровительный. Люди приезжают, вот когда во времена Союза приезжали со всего Советского Союза, сейчас приезжают очень много из России в аннексированный Крым, потому что там есть лечебные грязи. Но вот ответ редакции Крымреалии, что, возможно, они действительно, эти грязи, согласно постановлению Кабинета министров Украины, входят в перечень лечебных, однако эти свойства не подтверждаются современными научными исследованиями. Я же скажу, что я вот неоднократно видела комментарии там разных людей, которые приезжают на оздоровление в Саки, вот они говорили, что вот у меня там проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но я тут полечился 2-3 недельки, а некоторые даже переезжают в Саки, потому что, чтобы быть ближе к этим источникам. Во всяком случае, мне, как любителю города Саки, очень хотелось бы верить, что грязи сакские излечивают от всего, но я вспомнил еще и другую причину, почему спинальные больные приезжают в Саки. Я когда-то делал репортаж на эту тему и общался непосредственно с людьми, которые приехали лечиться в сакский курорт, которые передвигались на колясках, и они сказали, что для них главное не столько лечение, не столько та реабилитация, которую они там получали, а то, что там они себя не чувствовали инопланетянами. В Саках достаточно много людей спинальных больных, да, и, собственно,
обычные прохожие не обращают на них особого внимания, не выделяют их в толпе, и вот это чувство комфорта было для них наиболее важным. Да, это интересный факт. Будьте здоровы, а полностью 10 мифов о Крыме вы можете прочитать на сайте Крым Реалии. Елена Римовская, Рустем Халилов работали для вас сегодня в дневном ток-шоу на радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами, мы к вам вернемся уже вечером в прямом эфире.